И вот продолжая эту тему Дальнего Востока, развития регионов, Александр Сергеевич, хотел бы обратиться к вам. В этом году в своем выступлении, вот, опять-таки на том же пленарном заседании Восточного экономического форума, президент отметил, что именно в Якутии, благодаря усилиям региональных властей, благодаря инициативе предпринимательского сообщества, создана одна из лучших практик развития креативных творческих индустрий. Этот опыт теперь будет распространяться на все субъекты федерации через региональный стандарт, который, кстати, на днях будет анонсирован. И можно сказать, Александр Сергеевич, что для Якутии ведь развитие креативных индустрий было такой сверхзадачей. Я помню, 27 сентября, во время вашей инаугурации, вы поделились тем, что когда вы 5 лет назад ставили такую задачу, мало кто верил. В основном люди там, в лучшем случае просто там в это не верили или как-то скептически относились. Потому что, ну и в принципе, их можно понять, Якутия все-таки сырьевой регион, здесь интернет у нас появился, да, быстрый интернет, если я не ошибусь, в 2012 году всего лишь, да. И вот, Александр Сергеевич, скажите, откуда это видели? То есть почему вы посчитали, что региону, казалось бы, такому мощному, сырьевому, да, стоит этим заниматься, инвестировать в это, и какие планы есть на следующие 5 лет? Добрый день, друзья. Очень рад, что цифровой алмаз у нас уже второй раз проходит с очень большим количеством высоких гостей, экспертов из самых разных уголков нашей страны, из-за рубежа. Это говорит о том, что форум наш состоялся, поэтому огромная благодарность и команде, которая здесь у нас работала по его организации, ну и, конечно, нашим партнерам, в первую очередь Министерству цифрового развития Российской Федерации во главе с Максудом Игоревичем Шатаевым и тем партнерам, крупнейшим нашим телекоммуникационным компаниям, различным компаниям IT-отрасли, которые помогли провести форум. Кстати говоря, вы же знаете, нас всегда любят троллить, что мы там бюджетные средства тратим. На этот форум ни рубля бюджетных средств ни Российская Федерация, ни Республика Саха-Якутия не потратили. Теперь про подходы к креативной индустрии. Коллеги, ну вы все прекрасно знаете, что мое кредо, оно очень простое. Такая огромная территория, как Якутия, она не может развиваться на основе коротких планов. Однолетних, там, трехлетнего бюджетирования или пятилеток даже, которыми определяется электоральный цикл. Такие огромные территории, они могут реализовывать только долгосрочные программы, и только в этом случае у них может быть успех. Соответственно, программа, которую мы делали для Якутии, она рассчитана на сегодняшний день до 1932 года, но мы уже смотрим и до 50-го года. Более того, в прошлом году это была далеко не шутка, когда мы реально занялись подходами к формированию столетнего плана развития Якутии. И именно когда смотришь в долгую, то когда начинаешь понимать тренды не только общероссийские, но и общемировые, многие решения, которые вчера оказались фантастическими, они сегодня кажутся абсолютно... Как же мы так про это не думали, да? Вот почему так получилось? И ставка на творческие креативные индустрии, на креативную экономику, на креативность экономики в целом была сделана осознанно по каким правилам? Во-первых, в мире креативные творческие индустрии, даже вот и в пандемии, и вот сейчас, в этот период, они растут быстрее, чем какая-либо другая. Просто посмотрите статистику многих последних лет. Самая быстро растущая отрасль вообще мировой экономики – это креативная экономика. Второе. Молодежь во всем мире, и у нас в частности, хочет больше работать в этих отраслях. В мире где-то 50% выпускников школ, они хотят связывать свое будущее именно или с креативными индустриями, или с креативными направлениями в традиционной экономике. У нас в Якутии здесь ситуация еще более, скажем так, больше детей этим хочет заниматься. Почему? Потому что у нас есть замечательный пример наших крупных IT-компаний. Да? InDriver, MyToner, Fantastic. И если несколько лет назад, ну, десяток лет назад, вопрос, какой вы специальности хотите получить, школьники чаще всего отвечали финансист, экономист, юрист, да, ну, все прекрасно знаете это время. Сейчас в Якутии последние 3 года точно это специальность IT-специалист.
Вот, конечно, Герман Оскарович, когда сюда приезжал, нас немножко тоже потроллил, сказал, ну что, если скоро айтишников не станет, все заменить искусственный интеллект. Вот, но к этому времени, когда это наступит, у нас уже будут другие приоритеты наших детей. Вот, посмеялись. Но реально сегодня школьники Якутии реально хотят быть айтишниками. И, конечно же, качество образования традиционно высокое у нас в Якутии, особенности по естественно-научным дисциплинам, в первую очередь по математике. Наличие здесь еще советских времен в университете очень сильной математической школы, оно помогло нам вот в этой части очень серьезные прорывы делать. И вот здесь третье направляющее, почему мы все-таки пошли в это направление, мы реально видели, что у нас есть успехи. Успехи в IT-индустрии, о которых я сказал, успехи в кино, успехи в целом в том, что называется креативность. Оно, может быть, и не было заметно на уровне страны сильно, да, но я же всем рассказываю хрестоматийный пример, когда я в 2012 году, будучи мэром Якутска на Сочинском форуме, рассказывал про якутское кино, половина зала, она просто сидела, смеялась, да, ухмылялась. Что это, приехали, нам здесь будут про кино рассказывать какие-то там из Якутска товарищи, да. Вот сейчас я вообще начинаю немножко бояться, да, потому что любое слово, которое мы говорим, оно по всей России просто вот, все начинают дрожать и прислушиваться, замечания делать, самые разные мнения, да, полярные уже возникают по якутскому кино. Это замечательно. Мы сегодня законодатели мод российского кино, это точно. Это на наших глазах за исторически короткий период произошло. Но мы это предвидели еще раз говорю, лет 10 назад. И планомерно вот как раз двигались к этому успеху. Ну и, безусловно, пятое, даже традиционные наши виды экономики, ну, взять ту же сырьевую экономику, благодаря которой сегодня и Якутия активно развивается, и наша страна. Ну, ребята, то, что было 30-20 лет назад в сырьевых компаниях, и то, что сегодня, это же земля и небо, да, это высочайшие стандарты автоматизации процессов, это реально уже включение в процесс полностью беспилотных автомобилей, беспилотной авиации, техники различные, так, которые управляются за сотни километров. И безлюдные карьеры это уже не завтра, это уже сегодня. Даже у нас есть. И поэтому здесь тоже, конечно, нужна высочайшая креативность. Именно поэтому мы креативную индустрию поддерживаем и будем поддерживать. Большое спасибо Юрию Петровичу и Алексею Олеговичу Чекункову, когда мы предложили вот этот проект по переформатированию заброшенного здания мясокомбината в креативный кластер, да, ну точно мало кто у нас поддерживал и здесь, тем более на федеральном уровне. И вот 2 человека приехали, посмотрели на наши фанатично горящие глаза, так поверили, доверили вот, под наше честное слово. Ну и сегодня мы имеем здесь замечательное креативное пространство, лучшее на Дальнем Востоке, да и, наверное, не побоюсь этого слова сказать, наверное, и в стране, так, одно из лучших. Так, по наполненности смыслами, по генерации смыслов. И уверен, что вот именно это, наверное, и послужило в том числе таким толчком, потому что сейчас такие здания будут появляться и в других регионах нашего Дальнего Востока. Это тоже очень правильно, это очень нужно. И здесь самое главное, вот я сегодня про это тоже говорил, чтобы мы в Якутии тоже не старались замкнуться, не старались говорить, что это только для нас, а вот зачем нам есть другие, зачем мы там делаем эти проекты, тоже стартап-экспедиции для всех других регионов. Чем больше мы будем общаться с другими регионами, чем больше мы будем помогать им быстрее расти, тем быстрее мы будем расти сами. Особенности в нынешний далеко не простой период. И вот те очевидные, опять же, здесь вот шаги, которые мы сегодня делаем, они, опять же, вот им непонятно, но еще раз говорю, через некоторое время это выстрелит. И вот вся работа, которую мы проводим сегодня вот по созданию школы 21, в которую могут приезжать дальневосточники, по созданию вот этой нашей инновационной экосистемы, которая втягивает в себя стартапы из других регионов. Даже одно то, что, например, наша венчурная компания может, по моему решению, инвестировать не только здесь, в наши стартапы, но и стартапы в других регионах, это то, что вот нас должно отличать. Мы открыты должны быть для всех, в
то же время, конечно же, это должно способствовать росту нашей экономики. Что мы будем делать в ближайшее время? Мы будем идти вперед такими же быстрыми темпами. Мы видим, что мы реально лидеры по ряду направлений, но успокаиваться на этом нельзя. Сказать, что мы крутые, у нас все хорошо, мы сидим там высоко, да? Успокоиться, коллеги. Завтра мимо нас на крейсерской скорости другие пронесутся, да, а мы там останемся где-то далеко в хвосте. Мы должны еще ставить перед собой более амбициозные задачи. И здесь, благодаря президенту, у нас, вот, например, один из флагманских проектов не только креативной экономики, не только мастер-плана Якутска, но и, наверное, всей республики, это создание здесь и запуск в ближайшие годы региона полного цикла. Это будет уникальное пространство. Вот мы сегодня Алексею Олеговичу докладывали о принципах его создания. Но не то что за Уралом, да, в стране, по крайней мере, таких центров пока вот в Москве есть. Я вот не знаю, в Питере вот такого масштаба есть или нет. Вот, но такого масштаба есть пока в Москве. Вот второй будет у нас здесь Якутский. Вот, это будет центр, опять же, не только якутского кино, но и всего дальневосточного, может даже и сибирского кино, да? И центр притяжения тех кинокомпаний, которые будут приезжать здесь снимать свои фильмы. Да? И еще раз говорю, это сотни, если не тысячи рабочих мест. Это реально уже установка точно такого серьезного, одного из доминирующих положений и в киноискусстве, и в креативных индустриях нашей страны. Ну а задачи надо ставить выше и на Азиатско-Тихоокеанском регионе на многие десятилетия вперед. Важнейший проект, мы его обязательно, Алексей Ильич, с вашей помощью реализуем. Ну и не только надо думать про наш город Якутск, горячо мой любимый, да, надо думать и о наших районах. И, может быть, здесь проекты покажутся немножко другими, да, но они тоже очень важны. Я вот летом встречался с нашими кинорежиссерами, ребятами с Давыдовым, с Бонвашовым, во мне. Вы знаете, вот и они предложили очень хорошую идею, я ее переосмыслил, мы ее, наверное, все равно тоже будем поддерживать. Это создание таких креативных кластеров. Мини их назвать у меня язык не повернется, да, потому что в других субъектах даже в столице такого нет, но именно креативных кластеров уже, пока, скажем так, межрайонных. Вот. И в Амге прекрасном месте, прекрасная природа, прекрасные люди, прекрасная культура и очень такие креативные ребята там живут и работают. Можно было бы создать первый такой прообраз с тем, чтобы его, если все получится, то в дальнейшем тиражировать, чтобы креативный кластер, квартал труда, здесь у нас будет как такой вершина, да? А в районах у нас тоже такие были межрайонные, где тоже уже наша сельская молодежь, молодежь наших других городов могла бы собираться, работать и генерить, и находить новые смыслы для того, чтобы и креативные индустрии, и в целом республика быстрыми темпами вместе шли только вперед. Спасибо.